4 времени года, 4 возраста жизни человека, 4 стороны света и столько же времени суток. В этом цикле нескольких композиций итальянского мастера исполнителям первого камерного оркестра Ингушетии знакома каждая нота. Ведь именно с этой объемной 40-минутной картины мира начался их совместный путь, где по взмаху руки мэтра начинает жить едиными интересами – музыкой. Она звучит скрипкой в исполнении Ясмины Тутаевой. Впервые она взяла инструмент в руки 5 лет назад, начав играть, не пропустила ни одного занятия. Изначально я хотела на фортепиано, но когда мне поговорили про скрипку, я про нее уже стала задумываться и стала более к ней уже подходить, и меня отдали на скрипку именно. Умелыми руками этих 13 ребят создается ингушская история классической музыки. Еще полгода назад о создании собственного камерного оркестра в студии искусств только думали. А сейчас он радует исполнением музыки таких композиторов, как Вивальди и Чайковский. А ведь это только начало их творческого постижения. В планах освоить больше инструментов и репертуара, чтобы к следующему году заниматься уже концертной деятельностью. Класс виолончели нужно открывать в школе, потому что пока на данный момент нету этого класса. И для будущего, конечно, хотелось бы духовые инструменты, чтобы это был не камерный оркестр, а симфонический оркестр. Вообще моя мечта – это симфонический оркестр. Потому что я как дирижер оперно-симфонический, для меня это интереснее, это масштабнее, и здесь привлекательно многообразием звучания, очень сложным, тембральным. Вот. И в исполнении можно гораздо больше музыки играть. Если класс виолончели еще предстоит создать, духовников Нагим Абилов воспитывает с сентября месяца. Музыкант с 25-летним стажем работы больше специализируется на флейте. Именно ее он и пропагандирует на своих уроках. Как рассказывает мэтр, флейта намного универсальнее и легче для начинающего музыканта. А таких его в классе набралось более десятка. И их пока еще не совсем ровное звучание переплетается с мелодиями Шопена, Моцарта или Баха за стенкой, что, впрочем, отличаются почти идеальным исполнением на черно-белых клавишах. Фортепианное отделение занимает особое место в истории студии. Оно существует с самого начала ее открытия. За это время бесценные уроки у лучших преподавателей здесь получили сотни учащихся. Каждому уделяют большое профессиональное внимание. Возможно, именно поэтому на отделении из года в год становится все больше желающих. А те, кто уже выпустился, возвращаются назад, но уже в качестве преподавателей. Главное, я считаю, наше достижение за эти 15 лет, то, что наши ученики вернулись к нам работать. Вот это, наверное, просто самое главное, с чего надо было начинать. Аслан Костоев, Жанна Крюсько, с которых мы начинали наши победы. Представляете, мы только открываемся, едем в Италию на конкурс международный фортепиано. И наш Аслан Костоев первое место берет, а Жанна Крюсько гран-при в Италии. Это фантастика. Вот. После этих конкурсов нас стали приглашать, потом Швеция, Финляндия, обратно Италия. В общем, в Париже Николина заняла первое место Паракулькова. Вот. И это нас окрыляет. Талантливой и вдохновленной все 15 лет усилиями профессиональных преподавателей создается творчество и в отделении скрипки. Детей учат видеть мир во всем его многообразии, чувствовать его красоту, а главное – рассказывать о нем через музыку. Привить желание играть музыку красивую. Поэтому обязательно перед началом урока я произведение проигрываю. Обязательно какие-то записи даю послушать. Говорю, чтобы сами находили в Ютубе записи. И именно показ своего отношения к музыке, это передается и детям. Если я люблю музыку, то эту любовь я стараюсь передать и деткам. Кажется, за время своего существования в заведении навсегда поселились музы творчества и вдохновения. Здесь нет случайных людей, ни учеников, ни преподавателей. Доказательство тому – это стена наград и признаний. Выпускники студии участвуют и побеждают в международных конкурсах не только в России, но и за ее пределами. Мы давно не ездим, вот именно на конкурсы, но поняли, что мы можем сами стать организаторами, и мы стали инициаторами и организаторами таких и региональных, республиканских и уже всероссийских конкурсов. У нас из республиканского конкурса «Форцанда» сейчас перешел уже в региональный конкурс. Уже было 2 региональных конкурса концертмейстеров с названием таким «Сфорцанда».
В марте состоится второй всероссийский конкурс дуэтина. Сейчас студия занимается исключительно продвижением музыки и всем, что с ней связано. Однако из этих стен в разное время выпускались танцоры, актеры, журналисты. И хотя сейчас эти направления не развиваются, десятки выпускников отделений накрепко связали свою жизнь с этими профессиями. Это и Амирханова Амина, и Тачиева Инна, и Альберт Костоев. Маулибеков закончил высшую сценическую школу Константина Райкина. И они сегодня востребованы, они работают. И, конечно, мы этим гордимся. Вот. На базе отделения телестудия и театрального отделения созданы такие, я бы сказала, уникальные проекты для нашего региона, как детский юмористический журнал по типу Ералаша с названием «Гольгош». За студией давно закрепилось неофициальное название. Ее первопроходцы душевно звали заведение, подарившие им столько незабываемых насыщенных годов, островком искусства. Шарадат Хулхоева, Магомед Дидигов, Новости 24. И, к слову, творческая делегация студии искусств Назрани приняла участие в межрегиональном фестивале детского художественного творчества «Диалог культур». Мероприятие состоялось 27 ноября во Владикавказе и прошло в рамках совместного проекта «Одаренные дети и молодежь» Министерства культуры России и Минкультуры Северной Осетии. В концертной программе выступили одаренные учащиеся детских школ искусств из Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечни, а также учащиеся консерватории испанского города Мурсия. Ингушетию на форуме представили юный скрипач Альберт Шадыжев и его концертмейстер, преподаватель по классу фортепиано Аслан Костоев, исполнивший русский танец из балета Чайковского «Лебединое озеро». Выступления наших музыкантов встретили бурными аплодисментами. В заключение мероприятия все юные участники концерта были награждены дипломами фестиваля и ценными призами.